пригласили на никях. Так, сегодня мы едем на никях, но не наш, у нас уже был. Значит, друзья позвали, будет в соборной мечети, большой, Симферопольской. И вы знаете, у нас есть обзор на эту мечеть. Вы знаете, когда первый раз там побывал, она, конечно, на меня произвела какое-то неизгладимое впечатление. Очень напоминает Султан Ахмед, стамбульский. Я думаю, что будет очень интересно. Давайте посмотрим, как сегодня эта мечеть выглядит. Поехали. Надеюсь, они уже не зашли на никях. Все может быть. Ну, мы если что, в следующий раз уже. Присоединимся. Так. О, флажки я вижу. Нет. Ага. Ого. Ого. Подскажите, на никях здесь записываются, да? Проезжайте, Да. проезжайте, там есть еще места. Я тебя без тахе не узнал. Так, ну, по-моему, мы опаздываем на никях. Главное зайти на наш никах. Ну, в смысле, не наш, а куда мы идем. Короче, вот такой джами. Очень похож на Султан Ахмед. Прям очень похож. Там уже никах идет. Слушай, ну много людей. Ну, ощущение есть. Ощущение есть от никаха. Такое. Такая прохлада. Лейла платок одевает. Вот, смотрите. Смотрите, какая красота. Серебристый. Вот наша место. Что, может, подойдем? Пошли потихоньку. Пошли. Слушай, как будто в Турции, да? Похоже? Похоже. Салам алейкум. Слушай, мы переживаем, думаем, тут никак не тут. Да. Сколько народу, оказывается, здесь? Потому что пришли. Салам алейкум. Нет, мы только начинаем. Там Рамазан этот. Сейчас подойдет А Сбитова. то я смотрю, что-то наших. Так, начинается. Успели, Лейла. Успели. Так, здесь как туда. Короче, приехали вовремя, как раз четко. Здесь начинается никах. Мы со стороны жениха будем, получается. Hayırlı bir iş için toplandık ve böyle bereketli bir mirasını başlamak için elbette temiz niyetten ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den başlamak icap eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'den başlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an, halaqal insan.
والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ağam siz mi olacaksınız? Adınızı, soy isminizi alabilir miyim? Haber. Ahmet, soyadımız Хайбулаев. Хайбулаев. Обязательное условие никаха – это михир. Михир – это такой, как обязательное приданное, скажем так, для невесты. И обычно спрашивают, разные вещи. В наше время, это лет 15 назад, спрашивали, типа, золотое кольцо, там такой вот алтын язык. А сейчас эта практика, скажем так, развилась. Но вообще это дело серьезное, нужно выполнить, поэтому. И еще считается, что этот михир, Тобе, конечно, не дай бог, в случае развода остается с ней. То есть это такой гарант физически, да, какая-то вещь, какие-то деньги, которые это только невеста, то есть неприкасаемый гарант. Поэтому это важно. Сейчас получается со стороны жениха свидетели, и со стороны невесты это будут тоже свидетели, или мужчина, или две женщины. Вот сейчас они создают такое соглашение. Сейчас они создают соглашение и оформляют бумагу. Вот. Вообще, конечно, очень красивая мечеть, очень красивая. Ощущение, что ты находишься в Стамбуле, в хорошем смысле этого слова, да? В таком османском стиле. Очень красиво. Особенно обратите внимание на, получается, вот это вот портал, да? Интересно, он сделан вот такими сотами черными, с золотом. Работает гармонично. Я сейчас сел, рассматривал. Очень красиво, конечно. Очень красиво. Здесь есть второй этаж. Много человек. Рассчитано на большое количество людей. Точно не могу сказать, но прилично. Вообще вот на михраб я предлагаю посмотреть вот с середины зала, да, практически вот под люстрой. Посмотрите, как михраб интересно устроен. Но, на мой взгляд, он очень красивый, очень гармоничный. Вот в таком стиле дизайнерский сделан. Не знаю, мне очень нравится. Смотрите. И в целом, смотрите, вот видите, конструкция. Все расписано вручную. Приезжали мастера из Турции. Вот сколько деталей. Наверху, смотрите, наша тарах-тамга. Сейчас немножко сбоку посмотрим.
الله من قوله والله لا يشهد عليه صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'ın emrine ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayırlı ve uğurlu olsun servetiman, baklı ve tatlı olsun. Ну, вообще, раньше, когда я снимал свадьбы, у жениха спрашивали один раз. То есть, согласен ли он создать семью. А у девушки всегда спрашивали 3 раза. Сейчас спрашивают и у жениха, и у девушки 3 раза. Вообще, это интересный момент. Напишите в комментарии, кто понимает этот тонкий нюанс, да, почему у жениха спрашивают или 3 раза, или 1 раз согласие. Но у меня есть свое мнение на этот счет, я потом об этом поделюсь с вами, а вы напишите, как это правильно. Возможно, я ошибаюсь. Так, сейчас вот читаю дуа все. Сейчас они все поздравляют. Салам алейкум, Аббас. Салам. Салам. Что, здесь очередь? Да. Иди, подходи. Я подходила. А, ты подходила? Да ты что? Хороший. Сам. Очень приятно сам. Не могли пропустить. А кофе дала? Ты же кофе пьешь? Это тот самый кофе. Да. Ты слышала сейчас на Михер, что просит? Ну тут количество просто. Вырежите. Я просто... Почему? Это нормальная сделка. Наоборот, доказательства есть. Мы договаривались. Смешной случай был, когда я снимал свадьбу. В общем, была свадьба, где невеста была такая, ну, скажем так, посостоятельней, жених был попроще. И, значит, никях, и мимам говорит, мол, невесте, что ты хочешь на мехир, да, махр, мехир. Она говорит, я хочу, говорит, 3-комнатную квартиру в Ялте. Ну, жених, скажем так, впал в ступор. Ну, понятно было, что это как бы было неожиданно. Все поржали, посмеялись. Но есть ощущение, что он навряд ли выполнил это, ну, как бы обещание. И на самом деле к этому надо очень серьезно относиться. Это вообще не игрушки. Если вы пришли на никах, нужно прям думать, понимать, да, что может жених сделать, и стараться по возможности его не подставить. Вот. Ну, в общем, жениха с невестой поздравили. В принципе, никах закончен, 20 минут. Конечно же, хорошо, что у них есть возможность в таком месте провести никах. У нас был в Ханском дворце, тоже, скажем так, историческое место, тоже классно. Но этот джами мне очень нравится, Машула. Не могу налюбоваться. Теплые полы, очень уютно, комфортно. Много деталей интересных. Короче, это хорошо. Это круто. Вот ирландские ее друзья. Обычно на никах приезжают родственники. Очень редко приезжают родители. Но на нашем никахе родителей не было, потому что нужно было готовиться в зал, нужно было встречать гостей. В общем, вот такая вот тема. А
так, конечно же, ну, как бы родители, родственники, ближайшие должны быть на никяхе. Потому что это важное событие. Вот так вот. Все. Сейчас еще немножко покажу вам. Это интересное место. С женщинами нельзя стоять. Выгнали оттуда. Посмотрите, какой михраб. Смотрите. Какая красота. Вот я про эти соты говорил. Смотрите. Как сделано, интересно. Этот михраб — это вообще какое-то отдельное искусство. Я так чувствую, что нас уже выгоняют отсюда, потому что уже новые пришли. Все, уже пришли новые, то что мы... В общем, надо освободить помещение. Уже новая пара пришла. С центрального входа уйдем, сейчас сбоку выйдем. Ты свой номер знаешь? Свой номер знаешь? А я знаю. У тебя 117. Ну, если красивые коричневые ботинки увидишь, значит твои. Вот под форта или что? Центральная улица. Короче, вот здесь вот. Вот здесь вот наша обувь. 116, значит. Вот, а мой 115. А это не мои. Да ладно, мои. Балар, тут вопрос есть. Ваш никах когда будет? Да, вот. Я извиняюсь, конечно. Надо А просто... Сейчас в Европу съездим. Европейский сертификат нужно получить. Сертификат соответствия, да, Руден? Да. Да? Сметоса надо. Надо жениться, надо. Уже без дурдлер, Давай. Это просто так не говори, надо просто сделать это. взять и сделать. Он Эльмаска взяла и сделала, машала. Вот, видишь? Да. Вот здесь, ага, вот здесь все работает, да? Мы когда были... Ага, воды нету. Воду с собой надо. Наверное, ее уже отключили, наверное, на зиму. Не знаю. В общем, вот так это выглядит. В принципе, никак закончился. Вот такой вот интересный двор. Здесь можно взять абдес, вот этот по кругу. Но сейчас не работает, наверное, уже на зимнем режиме. Очень красивый, уютный двор. Вот так вот. Никах проходит быстро, а жизнь идет долго. Удивительно хорошая погода. Сегодня 29-й? Да. 29 ноября. Очень хорошая погода. Пойдем домой. С чем мы ждем? 29 ноября. Тепло. Большая территория. Симферополь. Так, вот это Абдес-Хане. Ну, конечно, вот такая вот проскоченная штука смотрится не очень хорошо на таком фасаде. Хорошо бы, чтобы там сразу было продумано, конечно. Но, видать, Абдес-Хане у многих не ассоциируется с этим местом, поэтому вот так вот. Так, это Абдес-Хане. Тепло. Вот такая Абдес-Хане, смотрите. В принципе, здесь все работает. Вода есть. Отлично. Вот так выглядит Абдес-Хане. Все чисто, аккуратно. Много
много места. Здесь можно снять верхнюю одежду, обувь и оттуда подняться сразу в зал, получается. То есть через Абдесхане вот отсюда вход. У кого вот здесь есть, он, соответственно, заходит с общих ворот, с центральных ворот. Вот, пожалуйста, здесь вешалки. Ну, здесь можно оставить верхнюю одежду. Вот так это выглядит. Вот такое место. Будете в Симферополе, обязательно заезжайте. Захотите делать никях, обязательно ходите. Со времен первого раза, как я здесь побывал, ничего не изменилось, все работает, все чисто, аккуратно. Поэтому рекомендую. Такое атмосферное место, классное место. В принципе, уже становится символом Симферополя. Все, всем пока.